Какие ассоциации у вас вызывает слово «пенсионер»? Много ли из них тех, кто продолжает активно развиваться вопреки возрасту? В Казани дан старт играм долголетия, соревнованиям для пенсионеров в рамках проекта «Жизнелюб». Проект, который показал и доказал. В нашем городе множество бабушек и дедушек, которых ставят в пример другим. А все из-за невероятной трудоспособности, активности и, главное, любви к жизни. Соревнования объединят как профессионалов, так и простых любителей физической активности. Официальное открытие состоялось в начале октября в спортивных соревнованиях по 7 видам спорта. Плавание, настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, шахматы, скандинавская ходьба и ГТО. Игры продлятся до мая следующего года. Участвовать может каждый в возрасте 55+. Выявление профессионалов, конечно, не цель. Идеологии игр самые обыкновенные и самые правильные. Доказать и показать. Возраст не помеха, а возможности человека безграничны. Ближайшие игры пройдут на следующей неделе. Ну а пока жизнелюбы приходят заниматься и тренироваться не сколько для состязаний, сколько для себя. А тех, для кого старость в радость, расскажет Диляра Юсупова. У нас есть даже 80-летние. 79. А мне 70, представляете, я настолько стою. Да. Так, а вот где у нас? Вот Ниночка у нас 85. Как ни старались, мы не смогли разделить этих прекрасных дам. Интервью они так и давали командой. Вот сколько нас человек всегда ходило, нас очень много, компания у нас очень хорошая, все очень воспитанные, культурные, интересные, и все хотят оздоравливаться. Людмила Владимировна в спешке показывает нам фотографии 10-летней давности. Их команда сформировалась, когда вас еще не было, шутит здесь. Они могли бы раскачиваться в кресле-качалке в 4 стенах скучной квартиры. Но они здесь и уже не объясняют никому, что возраст мало что значит. Гораздо эффективнее продемонстрировать. Составила программу по всем источникам, какие нашла я, и ходила по всем спортивным каким-то заведениям, где можно было найти что-то интересное и важное. Но мы каждый раз что-то дополняем. Я инвалид 2 группы, я не могла даже наклоняться. Я думала, я никогда не смогу. А сейчас с удовольствием хожу и рада. Дай Бог всем здоровья. Всему научилась. И наклоняться, и делать все упражнения. Березку не могла делать. Сейчас хорошо делаю. За последние 15 лет они не сидели ни дня. Теперь каждый день в спорткомплекс обязательно приходит несколько десятков человек. Приходят не только заниматься, а узнать последние новости. В качестве помощи им иногда предлагают стул, на что лишь скидывают бровь. Разве можно встречать друг друга сидя? Все скучают. И некоторые даже когда-то говорят, быстрее бы лето кончилось, мы бы вернулись и гимнастикой своей занимались. Я говорю, ну как, лето, это же так здорово, тепло, все такое. Нет, скучно нам. И вот теперь, да, мы скучаем друг по другу. Мы очень... Вот у нас женский клуб уже. Да, у нас... Мы все праздники мы вместе. Дни рождения, всегда вместе. Смирно! Начнем с приседания. 1, 2, 1. В нашем случае самые активные женщины, да и самые спортивные. Очень нам нравится. Я серьезно. Это, наоборот, мне не нравится. На дистанции Рамзия Латыпова приплывает первой, обгоняя даже мужчин. Мужчины, впрочем, тоже здесь. Рустам Мухамедзянов всю жизнь проработал на авиационном заводе. И на вопрос «почему?» выдвигает простой тезис. Ты стар только тогда, когда веришь в это. Поверь в то, что ты можешь, и делай. Вставайте, пожалуйста, с своих мест, идите в парк, занимайтесь, приходите сюда в бассейн. Старость не радость, но, говорит, и в старости есть свои радости, когда, говорит, занимаюсь своим любимым, говорится, видом спорта. Душа у меня молодая, я не старая, так что извините.
все изменилось, все так радостно. Мы все тут счастливые, все довольные, все бабушки улыбаются. Нам очень нравится. У меня чуть-чуть колено болело, а был чуть-чуть хондроз. Надо даже это все как будто бы ушло. Проект «Жизнелюб» стартовал в 2016 году. Он направлен на творческую самореализацию, поддержание здоровья и долголетия людей золотого возраста. Если на старте количество его постоянных участников было около 2000, то сегодня в мероприятиях «Жизнелюбов» ежегодно участвует порядка 100 тысяч человек. Жизнь продолжается. На самом деле это показать тем пример, то, что кто еще пока смотрит телевизор, что можно выйти на улицу, позаниматься северной ходьбой, позаниматься гимнастикой вместе в гимнастическом зале, пообщаться. Это же не только спорт, это же еще и общение. Это всем нужно. Пример всегда того, чтобы многие люди, сидя дома, они выходят в социум. Это в первую очередь это сделано для того, чтобы показать примером то, что активное долголетие не завершается только на возрасте, да, с выходом на пенсию, а показать то, что с выходом на пенсию начинается новая жизнь. У зеркала все ровно по расписанию, а у входа всегда встречают с улыбкой. Встречающий тоже 70 лет, а она все никак не решится. А вы сами почему не участвуете? Я, конечно, буду, собираюсь участвовать. Они в очереди стоят, прям довольные все. Мы тоже довольны с ними. Скоро я сама буду плавать с ними. Я всю жизнь была спортсменкой. Долгие годы некогда было этим заниматься. И сейчас я в этом спортзале. И мне так нравится. И проигрываем, и выигрываем. И у нас настроение хорошее. Нельзя замыкаться в себе. В городе оборудовано 20 бесплатных площадок для тренировок. К большим играм готовится и наша большая команда гимнасток. Но сначала поздравления для тренера. Мои любимые, милые, я очень элегантные мои девочки. Да, я очень рада. И самое главное, что коллектив, мы команда. Мы не просто вот как каждый по отдельности, а мы команда. Мы приходим, друг другу дарим энергию, настроение, позитив. И самое главное, оздоровительные упражнения помогают жить дальше, двигаться, не болеть и достигать новые высоты. Участие в играх – дело добровольное, но многие готовы помериться силами. Пожилые казанцы будут соревноваться в плавании, настольном теннисе, дарте, легкоатлетическом кроссе, шахматах, скандинавской ходьбе и выполнении норм ГТО. Городской этап завершится в мае, и именно на нем определят самых спортивных пенсионеров Казани. Правда, места в турнирной таблице не будет, ведь каждый из них уже первый для самих себя. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней.